Согласно толковым словарям, кинолог – это специалист по воспитанию и разведению собак. Работают эти люди, конечно, не только в полиции, однако особую опасность данная профессия приобретает именно в правоохранительных органах. Но обо всем по порядку. Всем привет, друзья! Меня зовут Полина Долинская, и эта программа «Испытана на себе». Сегодня в рамках нашей программы мы будем испытывать профессию кинолога Министерства внутренних дел. Ну и, конечно же, в рамках этой передачи мы познакомимся с четвероногими напарниками. В общем, будьте с нами в течение всего эфира и узнавайте все новое и интересное. Все за мной! Испытано на себе. Ну что, друзья, вот мы и заходим в святая святых. Здесь не только люди, которые обеспечивают нам безопасность, но и их помощники, которые встречают нас вот таким радостным лаем. В общем, пойдемте все посмотрим, со всеми познакомимся и все разузнаем самые первые. Сейчас мы находимся в щенятнике нашего центра, да? Здесь у нас щенки рождаются, до полугода они содержатся здесь. С ними занимается специальный инструктор. До года он с ними занимается, в полгода они переезжают в вольеры. Ясельная группа получается. Ясельная группа, да, в полгода они переезжают уже во взрослые коллективы. И когда собаке наступает 1 год, она уже проходит специальное обучение по тому или иному, то ли поиск наркотиков, или взрывчатых веществ, или следовая работа, поиск трупных останков. То есть уже по специализации начинается ее служебная деятельность. Значит, по завершению 8 лет, но 8 лет это не догма. То есть, если собака по состоянию здоровья еще может служить, да, она продолжает свою работу. То есть нас никто не заставляет их списывать 8 лет. Но и когда собака все-таки уже выработала свой служебный ресурс, проблемы в этом ни разу у нас не стояло, с удовольствием разбирает, во-первых. Ну, в основном, в большинстве случаев кинологи сами забирают. А бывает, что люди приезжают к вам, которые хотят как раз-таки взять сторожевую собаку себе там на каком-нибудь угодье, и как раз-таки более такой собаке доверяют, потому что она более уже воспитанная? Это очень часто бывает. Очень часто, буквально вот у нас и недавно собака уже 12 лет отслужила и уже не смогла работать по поиску взрывчатки, да? И с удовольствием люди забирают. А вот после службы как раз-таки она спокойно вливается в обычную гражданскую жизнь, так скажем, или все-таки есть какие-то определенные нюансы, когда его люди берут, да, как раз-таки себе там на участок, на дачу, домой? Ну, знаете, вот таких проблем, чтобы обратно возвращали, еще не было. Ну, это самое главное, то есть они в хороших руках. Конечно, я думаю, что у них что-то в душе, мы не можем их расспросить, что у них творится, но, тем не менее, они у нас все адекватные, все социализированные, поэтому они, в принципе, это... живут нормально. А вот в вашей практике, в вашей работе, помните ли вы своего самого такого, не знаю, может быть, товарища боевого четвероногого, которого запомнили на всю жизнь? Ну, знаете, вот я 28 лет в органах служу, да, но кинологом я не был, я здесь вот 8 лет руководителем. У меня такие более глобальные задачи, да. Но собак люблю, всю жизнь с собаками, у меня всю жизнь дома собака живет. Ну, а их всех, своих служебных по республике, их 112, всех по кличкам знаю. В лицо всех знаю, поэтому это, они мне не безразличны далеко. Они все как свои у меня. А они вас как, тоже всего знаете? Ну, они как, по крайней мере, те, которые здесь у нас в центре находятся, то все знают, конечно, да. Уважают там, все как положено. По крайней мере, да, уважают. Круто. Испытано на себе. Тренировка еще не началась, меня уже со всех сторон облаяли, и мы просто ждем главного кинолога, который как раз-таки посвятит нас в тонкости этой профессии, ну, я думаю, подскажет, как нам преодолеть свой страх, потому что лично для меня это двойное испытание, так как у меня является как раз-таки та самая фобия. Я собак немножечко остерегаюсь и боюсь, но, в общем, посмотрим, что из этого получится. Я думаю, все-таки с опытными специалистами, компетентными, которые расскажут, как это в себе побороть, преодолеть, я думаю, все-таки мы подружимся, потому что собака – друг человека. Боже мой, как... Привет! Ну что, друзья, это вот сегодня мои товарищи по съемкам. Это пес, зовут его Винсент.
и Иннокентий, который как раз-таки мне расскажет обо всех тонкостях этой профессии, ну и, конечно же, покажет, как раз-таки дрессировать собаку. Иннокентий, вот расскажите, пожалуйста, про своего боевого товарища. Сколько ему лет, как давно вы с ним работаете вместе? Ну, он пока еще щенок. Я его только вот буквально 2 месяца назад взял. Сейчас пытаюсь подготовить его к будущей его службе, можно сказать. После того, как он пройдет обучение, кем он будет? Потому что я как бы поискала информацию о том, кто такие как раз-таки Министерство внутренних дел, кинологи. Там есть несколько подразделений. Есть поисковые собаки, которые ищут пропавших людей, те, которые работают в аэропортах, обнаружение каких-то там запрещенных веществ. Ну и есть такие, которые как раз-таки могут ходить на войну, там, на фронт и как раз-таки находить вот эти вот взрывчатые вещества. Вот у Винсента какая судьба? Ну, я его готовлю как поисковую собаку. Пытаюсь подготовить сейчас замену своему уже постаревшему своему псу. Ну, он уже возрастной у меня, первый пес, который сейчас на данный момент служит. 8 лет ему. И вот он как раз должен заменить будет. То есть это, можно сказать, курсант, да? Того Да. вы на пенсию проводили. То есть его можно потрогать? Да, можно. Смертельный номер. Нет, когда вот подходишь к собакам, нельзя вот так вот делать, вот так вот. Вот это сразу провоцирует именно собак. Да? То есть Да. всё, изначально мы как бы... Получается, что если вы вот так вот делаете, вот уже пес думает, что вы с ним или хотите поиграть, или что. Поэтому можно просто взять. Ну, Нет, ну как бы я хочу войти в доверие, в контакт, чем я сразу Да. буду его трогать, и он ну, такой типа, а собаки чё очень происходит? сильно чувствуют, когда кто-то боится, или когда человек испытывает страх, он такой, своего образа, своего рода запах какой-то для них. Адреналин, да, ты мой чувствуешь? адреналин. Винсент, посмотри, пожалуйста, на меня. Ну, он пока щенок, поэтому Он особо балуется. такого от него можно не ждать. Единственное, что запачкает одежду. Ну, это не поиграться. самое страшное будет на протяжении этой съемки. Испачкаться я не боюсь. Все, давай не балуйся, давай по-нормальному, по-серьезному. Давай нам с тобой работать. Ой, какой ты славный, хороший, и ушки у тебя очень красивые. И шерстка такая у тебя мягенькая. Вот, он, по-моему, еду ищет, да? Он Да. пережил стресс. Хорошо, так, мы вроде более-менее наладили контакт. Что мы делаем дальше? Так, к примеру, чтобы именно... Я сейчас пытаюсь именно общий курс ему ввести. То есть команда послушания ему пытаюсь преподать. Это вот базовый сидеть, Да, да? базовые. Вот это сидеть, лежать. Вот использую, к примеру, лакомство. В данном случае у меня сыр. Он сыр кушает? Да, но он любит сыр, поэтому сыр. Главное, чтобы, когда дрессируешь собаку, подобрать именно лакомство для собаки. Не еду, которую они каждый день привыкли кушать, а именно то, что они любят. А каким образом вот эти вот приоритетные продукты выбираются? То есть им накрывается большой шведский стол? Нет? Это путем, как сказать, методом тыка, наверное, скорее. Ну и вот Ну, так вот получилось, я- что Винсент тыкнулся в сыр, да? Да. Можно, да, я попробую? Ну, сыр у меня немножко разваливается. Ничего так что- страшного. Так, у меня есть Вот сыр. когда отдаете сыр, главное не вот так вот давать собаке, а сжимать ей этот кусочек лакомства вот так вот в кулаке, вот пытаясь достать, а тогда она... А он не будет там зубами пытаться прогрызть Нет, там? когда вот так вот делаешь, вот тогда он может прикусить. Ой, как стало приятно. Поэтому вот получается При именно... этом я должна как бы добиться, вот допустим, я говорю ему команду, я хочу, чтобы он научился сидеть. После того, как он выполнит мой приказ, поймет Нет. меня, я его угощаю, Тут поощряю. подготовка щенка должна, получается, именно послушание, к примеру, чтобы я хочу добиться от него выполнения каких-то приемов, да, я должен именно схитрить. Мгм. Получается, он изначально не понимает ни голоса, ни жестов, да. И чтобы, вот вы видите, он невоспитанный, то все, пытается тут просто достать лакомство. Я сжимаю кулак, беру, подношу его к его носу, вот, и вот, пытаюсь достать
лакомство, он уже сел. Да. И я тут одновременно должен подать команду сидеть. Вот, он сел. То есть фиксировал. на тех же самых вот рефлексах, как собака Павлова, да? Да, Про получается. включенную лампочку. Винсент? Ой. Ладно, я пошутила. Попробуйте вы еще раз. Что-то мне Вот он. как-то мне... Подношу к носу, Мгм. пытается достать, садится, я говорю сидеть. И как только он выполнил команду, открываю ладонь. Друзья, в психологии это называется создание правильных нейронных цепочек. То есть как раз-таки то есть происходит какое-то событие и какой-то результат, получаются какие-то эмоции. Вот, по-моему, примерно так же, да, вот эти вот Да. нейронные сеточки. Винсент, давай попробуем с тобой. Ну, Ну, привлечь игнорировать внимание. это прям как-то... Ну, Ну, поднесите к его носу. ему нравятся мои кроссовки. Все хорошо. И всё, он просто привык Если работать что, только вы со его мной. потом отвлеките, держите, если у меня что-то не получится. Нет, Винсент. подносите к носу. Ой, ой, Ну вот, допустим, он сел, ну, Мгм. рядышком со мной так, Винсент. лежит, к примеру, и вы подносите к его носу Мгм. вот лакомство. Он должен учуять Держите этот его, запах. хорошо. Ага, У меня есть сыр. ага. Подносите к носу. Тебя надо было Микки Маус назвать. Сырная собака. Ага, он пытается встать. Я сейчас заплачу. Хотите, я вам сыр отдам? Нет, нет. Давайте Что-то должно все равно получиться. У меня есть сыр. Сидеть. Нет, подносите к носу и прямо таки вот над носом у него Мгм. проводите. Берете, сидеть, погладили, вот все. Как только он выполнил команду, Мгм. Как все просто Далее. выглядит со стороны. И как не просто, когда ты в этом далее, принимаешь вот, к участие. примеру, команда стоять. Я вот беру и Мгм. вот немножко вот отдаляю от него. Он Мгм. встал, чтобы вот О, давайте я команда попробую стоять. команду стоять. Ага. Но вы, если что, его держите, потому что я боюсь, что вот вы мне как тут пообещали, что он меня Сидеть. куснуть может, если я неправильно буду сыр подавать. Си- Лежа. Винсент? Держите его, пожалуйста, да. Мгм. Но не тяните. У меня есть сыр, и тебе надо встать. Нет, вы дергаете, и это Кажется, мне уже страшно. изначально неправильно. Мгм. Ладно. Давайте я к вам Давайте я вам сейчас вернусь. более спокойного пса Ой, приведу. давайте. Винсент, который с тобой было очень уже- приятно познакомиться. Взрослый. Считай, что это вот я тебе почти передала. Винсент, ко мне. Но тут как бы, тут даже неизвестно, кто больше дрессировки поддался. Пес, которому всего полгода, или я. Ну, в общем, друзья, сейчас мне партнера по съемке зовут. Испытано на себе. Ну вот это вот мой пенсионер. Это пенсионер. Как его зовут? Арес. Как? Арес. Арес. Арес, сидеть. А что это за порода, кстати? Это восточноевропейская овчарка. Ну, они, получается, по идее, должны были быть крупнее, но мы стараемся их помельче брать, чтобы для службы более пригодные. Дело в том, что мы, когда ездим в Он командировки... позирует? Он привыкший. Когда мы едем в командировки, у нас там ограничение 50 килограмм, получается, в самолетах вместе с клеткой. И поэтому мы стараемся брать собак, которые помельче. А, то есть они еще как раз диету соблюдают, да, Да. чтобы они все по фигуре были, да, у них? Мгм. Какой любимый продукт у него? Ну, он любит рыбу. Но в данном случае можем и сыром воспользоваться. Хотя Да. он сыр он не очень любит, конечно. На безрыбье и сыр подойдет, да? Да. Хорошо, давайте попробуем. Ну, допустим, вот этот пес, к примеру, сидит. Мгм. Опять же, та же самая система. Получается, команду стоять подали, он пытается достать, и вот он встал. То есть, когда нужно, чтобы он стоял, вы его немножко выравниваете, да, еще? Сидеть, сидеть. Вот, допустим, я стою Мгм. Я где-нибудь в стороне постою тоже. и подношу к его носу, он учует, пытается достать, и вот встал одновременно, получается, команду я стоять подал. Та же самая система, получается, по команде лежать. Лежать не даю, допустим, это щенок, он пытается достать,
Он выполнил команду, я подал команду одновременно. То есть, как только он выполнил, я должен одновременно подать команду. Лежать или стоять. Вот он, да, замешкался. Он слушает, уже он понимает, получается, мои команды, поэтому... За 8 лет службы, конечно, у него уже и опыта. А вот расскажите про его историю. Где вы с ним были, где он работал? Он тоже занимался поиском людей или работал уже в Да, он аэропорту? поисковик. Вот, как раз про него очень много, наверное, вы в интернете сможете найти. Много где отличился. Он и серийного грабителя ловил, Ух ты! Сайсарского, убийц ловил, находил, получается, утопленника подо льдом. У него очень много заслуг, так что... Да, он про прям него- молодец. А вот собакам выдают ордена, там, Нет, медали? к сожалению, это только в фильмах. А, это только в фильмах. То есть. Да. А я думала, у него целая подушка есть такая с То есть, его если бы... доблестными вот этими вот заслуженными наградами. Ну, хоть как-то поощряю. Ну, поощряет кинолог, например, за какое-нибудь раскрытие мы его поощряем или колбаской, или мясом. Ну, очень спокойный. Мы с ним часто выезжаем на показательные выступления с детям, поэтому мы их приучаем, чтобы они были абсолютно спокойными. Например, там дети даже случайно наступят на лапу, собака не должна отреагировать. Так он еще такой вот дисциплинированный. Он молодец. Арес. Арс. К нему, то есть, можно спокойно... Вы знаете, вот подходить. у меня какие внутренние ощущения? Вот от него исходит как раз-таки вот это вот самое спокойствие, уверенность. И как-то у меня внутри тоже все балансируется. И как-то с ним даже нормально, спокойно. А вот еще такой вопрос. Те собаки, которые работают в аэропорту. Ты вроде бы идешь со своим багажом, но у тебя фобия собак. То есть тот же самый выброс адреналина, который может почувствовать собака, и она как раз-таки начнет своему коллеге, своему товарищу подавать знаки, что вот с этим гражданином что-то не так, а он просто на самом деле испугался. Или нет, они прям реагируют на что-то конкретное. Если учуяли там запрещенку или какие-то взрывчатые там вещества. Как я уже сказал, когда готовишь собаку, уже готовишься его реагировать на окружающую обстановку. То есть, если вы подойдете к уличным собакам, то они вот отреагируют именно вот на ваш выброс адреналина. А вот данные собаки, они должны чисто по команде выполнять. Подал команду лежать, к примеру, и он выполнил эту команду. Команда сидеть, к примеру, я могу подать или жестом, или вот звуком. Уже могу, они уже обучены ко всему. То есть я могу даже Он тихо, к вашему жесту привык. Да. То есть, Я если могу- я так покажу, он на меня посмотрит, типа, ну что-то подсказать? Ага. Я могу даже стоя молча, к примеру, подать команду куда-то идти в этом направлении или туда и принюхаться, к примеру, определенные вещи. А вот что касается тех собак, которые ищут запрещенку, как у них проходит этап обучения? Ну, этап обучения, в принципе, у всех одинаковый, начальный этап. Это поощрительный метод. Игровой, поощрительный. Нет, в плане того, что как поощрительный. он поймет, что вот именно это нельзя на практике. Да. Ну, вы имеете в виду наркотические Да. средства, которые... Это у нас вначале используется игрушка, которая заменяется именно запахосодержащим предметом. То есть имитация. Да. Имитаторы наркотических средств, к примеру. Есть имитаторы гашиша и всевозможные там разные виды запахов. То есть здоровью пса точно ничего не Нет. угрожает. Только именно практика, Ну, это только многие нюх, да? вот думают, что их кормят наркотическими средствами, но это, конечно же, бред полный. Вот это просто собака Они бы на пенсию уходили бы гораздо да. раньше. просто умрет. А еще такой вопрос по поводу дрессировки именно на поиск грабителей. Я тоже много где в фильмах видела, как бежит мужчина в ватнике по полю. Тут есть такое? Ну, это уже не грабители, это, получается, задержание. Караульно-защитная служба. Здесь Когда- он тоже знает эти команды? Да, это он все А мы это это знает. попробуем? На Ну, ком-нибудь? попробуем. Мы вот можем видеооператора
Он будет бежать, а мы спустим на него всех собак. Да. Ну, если есть желание, конечно, мы оденем и дресс-костюмы, и все остальное. Давайте попробуем. Но... Испытано на себе. А тем временем нам тут принесли модный шмот, как вы можете видеть. Последняя коллекция, как в лучших домах Парижа. А это у нас комплект полной защиты. А можно, да, я прикоснусь к нему, Да. потрогаю, как бы, насколько он плотный? Ну, он как минимум, друзья, тяжелый. Тут килограмма 3-4 точно, по-моему, есть, если не 10. Сколько он весит, кстати, этот костюм? Насчет этого я не смогу сказать, я не взвешивал. Ну, друзья, прям вот тяжеловато. Фу-фу. Так, Арис. нет, ты, пожалуйста, типа, Арис, не надо там. держите. Давай не сейчас. Мгм. И курточка моднявая. А где средства защиты для головы? Ну, средства защиты, Я примерю? вы можете А применить. у него там не сработают защитные реакции? Ой, как тут узко! Арис. Сиди. Лежать. Где тут микрофон? На самом деле... Ой! Столько усилий, чтобы просто локоть согнуть. В общем, друзья, вот получается, так они держатся. Специально тут никаких вихоточек, перчаток нету, да? Нету. А шапка? Без шапки. Ну как это? Это же прям опасно. Есть полная защита, он со шлемом идет. Но данный костюм у нас Мне без кажется, шлема. Но держите пса. И в эту самую минуту должна заиграть песня одного исполнителя популярного. Есть. Я вам напою. лежит. Pretty woman walking down the street. Фу. Pretty woman. А-ла-ла-ла-ла-ла. Фу. Лежит. Ну, допустим. Ну, вот они любят просто играться, понимают, что когда кто-то одел костюм, значит, сейчас пора играть. И поэтому Это для них игра. Да, мы все делаем именно на базе игры, получается. Давайте найдем другую игрушку. Ну вот у меня помощник сейчас подошел, как раз Давайте, который к нам подошел один. помощник. Пожалуйста, просим вас не стесняться. Проходите, как вас зовут? А я очень извиняемся заранее. Здесь. Лежать. Так. Костюм этот довольно плотный, его поэтому в одиночку надевать довольно проблематично. Это точно. А как в нем бегает-то? Мне кажется, вот как раз-таки есть же такие анекдоты о том, что когда человек хочет похудеть, на него надевают ватник, и он бегает. Лежать. И потом, когда он Лежит. задает вопрос, как долго ему бегать, ему говорят, пока собаки не устанут. Вот то есть, в этом костюме там, я не знаю, и подкачаться, и похудеть, это вполне себе реально. Это такой фитнес самый-самый доступный. Ну, насчет доступности... Нет, ну эм, у каждого уважающего себя жителя республики есть ватные штаны. Да, ватник есть. А уж добавить там пару килограммов песка или гвоздей, там, я не знаю, в карманы наложить. Все, и вперед. Выбирайте наиболее жаркую погоду и на пробежку становись, как говорится. Арис, фу. Ну, есть. Хорошо, хорошо. Хорошо. Стоп. Арис, дай! Арис! Расслабь руку просто. Все. Дай! Арис! Рядом. Сидеть. Со стороны это выглядит очень забавно. Испытано на себе. Рядом.
Сидеть. Охранять. Хорошо, охранять. И он должен будет вот так охранять собаку. То есть пока не двинется предполагаемый злоумышленник, не двинется и собака. Да. Сейчас, к примеру, он Но это резко уже двинется. психология. Человек-то в любом случае двинется, ему же страшно. Человек, когда ему страшно, он может стоять как скопом, например. Например, сейчас он резко двинется, а я резко концерт. Резко концерт идете. Вот. Фу! Фу! Эй! Вид! Вид, вид. Блин, была она. Фу! Фу! Сидеть! Сидеть! Что творится, друзья? Я не знаю, за кого я больше переживаю, за себя в этот момент или все-таки за молодого человека. Через делаем ты спят, это там без. Блин, Собака как будто не на хочешь привязи, идти сейчас. я куда-нибудь уйду в сторону. Как будто хочешь идти. Сидеть! Сидеть! Охранять! Порядки надо. Хорошо, охранять. Сидеть! Хорошо. Раз, охранять! Раз! Охранять! Сидеть! Охранять! И снова движение будет. Комсомол резко. Тело. Раз. Ну, получается, что мы получаем именно на те места, которые необходимо прекратить. Но когда речь идет о преступнике, который без костюма идет, то тут уже он может кинуться в любое удобное для него место, получается. Хорошо, Аял, у меня к вам вопрос. Как ощущение? Ну, чувствую, что собака. То есть все-таки прокусывает? Да, чувствуется. Ну, это нормально? И с чем это сравнимо? Ну, нормально, короче. Чувствуется, что собака кусит. А шрамы есть? Шрама нет. Спасибо вам. Ну, наверное, надо любить свою работу настолько сильно, чтобы как раз-таки и выступать в качестве тренировочного вот такого тренировочного элемента, как раз-таки не самого безопасного. Испытано на себе. Знаете, был в моей жизни очень такой человек, учитель, который был для меня большим наставником, который мне всегда говорил: Оля, развивай себе пытливость ума, тебе должно быть интересно жить эту жизнь, пробовать что-то новое, что-то интересное. Но и вот, очевидно, это был не самый лучший совет, который он мне дал. Мне кажется, если бы я ходила в таком костюме зимой по улице, я бы точно не замерзла. Но вряд ли бы я ушла бы далеко. Есть на то несколько причин. Но мы договорились, вы собаку точно не отпустите. Да, точно не отпускаю. Ну, давайте пока я обуваться тогда не буду, я на месте постою. Боже, я себя чувствую каким-то телепузиком, тут абсолютно невозможно, в нем тут ни колени не сгибаются, ничего тут. Ну, это все просто снеговой, поэтому... Сейчас мы посмотрим, кто кого переиграет. Но вы точно не отпустите?
что касается как раз-таки вот того самого момента, когда дается команда «охраняй», человек в этом костюме во время тренировки не должен двигаться. Это настолько вообще возможно, потому что шевелиться в нем практически это... Так, что я делаю? Подхожу и начинаю там дразниться, да? Да. Двумя руками держите. Начинаю все. Вот это фитнес-тренировка. Интересно, от адреналина худеют? Все, собака, мне страшно. Мне правда страшно. Все, что осталось от нашей телеведущей. Всем хорошего настроения, удачного дня. Испытано на себе. Ватник прям нормальный, прям зачетный. Вот, кнопка. И это все слишком похоже на мою повседневную жизнь. Ой. Ну что, друзья, быть кинологом непросто, но это очень, как минимум, интересно, потому что кроме того, что у вас появляется боевой товарищ, так у вас еще и появляется настоящий друг, про того, которого на самом деле, наверное, пели в песне, что и в беде не бросят. И всегда будет на защите вас, вашей семьи, вашего здоровья и, конечно же, нашего Отечества.